Всем привет, друзья! Меня зовут Аслан Абдилин, я представляю компанию Колибри. Мы занимаемся инновациями в сфере HR, работаем с бизнесом, работаем в секторе B2G. Мы делали проекты в Самрук-Казна, мы делали проекты и серьезных компаний, как Управление делами президента, Министерство информации. Мир меняется, все изменилось, миллениалы меняют условия труда, корпоративная культура, скорее всего, не соответствует тем людям, которые там работают. Как делать так, чтобы люди раскрывали свои творческие возможности и таланты? Первое, наверное, давайте начнем с организационных структур. Как, в принципе, вы распределяете те функции и задачи, которые стоят перед вашим бизнесом. Что такое компания? Это не здание, это не нормы, это не документы. Нужно понимать, что любая компания – это определенное количество талантливых людей. Соответственно, талантами этих людей необходимо управлять. Все системы электронного документооборота, все системы, которые на сегодняшний день как-то так или иначе выстроены в ваших компаниях, они, как правило, требуют доработки. Что такое синергия в компании? Что такое тимлид? Кто такой тимлид? Мы разбираем 5 видов корпоративных культур. По Дэйву Логану, 2 типа лидерства, ориентировано на процесс и на результат. Подходы agile, что это такое, итеративные методы управления. Мы достаточно молодая компания, мы на территории Казахстана создаем конкуренцию большой четверки, то есть тем компаниям, которые работают здесь, на этом рынке очень давно. Но, как говорится, пришли инновации, и в этом плане нас всех уравняли, то есть никто в этих инновациях не знает очень много. Если мы с вами эффективны с точки зрения финансов, но у нас с вами нет здоровья, то кому нужны эти финансы? Если вы хотите быть эффективными, то вам нужны инновации внедрять именно в этой части. То есть, чтобы ваши работники, ваши сотрудники были привержены вашей компании, для того, чтобы у них были ценности такие же, как у вас, для того, чтобы они физически, морально, духовно развивались по всем сферам жизни. То есть это очень важно это понимать и тем же миллениалам, тем же молодому поколению, которое сегодня очень, скажем так, капризно. Недостаточно просто дать хорошую зарплату, недостаточно просто дать хорошие условия труда. Когда вы со своими учредителями собираетесь, вы должны честно ответить себе на ключевые вопросы. Насколько на сегодняшний день ваша организационная структура эффективна? Насколько та корпоративная культура, которая есть в вашей компании, насколько она соответствует тем работникам, которые в ней работают? Насколько ваша система планирования, контроля и актуализации, насколько она инновационна, насколько она гибка? От того, насколько гибкие будут наши системы и адаптивны, от этого напрямую зависит наш успех. Поэтому, друзья, присоединяйтесь все.